Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня в студии ГТРК Чувашия мы будем говорить о формировании комфортной среды проживания в наших населенных пунктах, городах и районных центрах. Комфортная среда – это наши с вами дворы, улицы, и всем нам хотелось бы видеть их уютными и благоустроенными. Как добиться этого, знают наши уважаемые эксперты, которых я вам представлю. Итак, сегодня в студии Шевлягин Александр Алексеевич, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, главный архитектор Чувашской Республики. Бажайкин Павел Николаевич, глава администрации города Ядрин. Здравствуйте. Бартышев Алексей Иванович, председатель общественного совета при Минстрое Чувашии, ветеран строительной отрасли, заслуженный строитель Российской Федерации. Егоров Этнер Николаевич, руководитель агентства территориального развития Чувашии, член Общественной палаты Чувашской Республики. Итак, уважаемые эксперты, приступаем. В Чувашии реализуется региональный проект формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». Давайте обозначим, что предусматривает этот проект, какие перемены должны увидеть жители нашей республики при условии успешной реализации. Александр Алексеевич, начните вы. Планы у этого проекта очень большие. Весь проект на сегодняшний момент пока имеет временные рамки. Это до 2024 года, конца 2024 года. И очень большие финансовые вложения, как федерального значения, так и республиканского, будут вложены в развитие этой программы. В результате освоения этих средств мы надеемся, что получим комфортное проживание наших жителей, как в сельских населенных пунктах, так и в наших городах. Поэтому особое внимание будем уделять и проектно-сметной документации, которая будет создаваться для этой программы, и исполнению этой программы в натуральном выражении. Спасибо. Павел Николаевич, в вашем городе что-то изменится в лучшую сторону? В принципе, мы в этом году неплохо поучаствовали по программе «Городская среда». У нас было более 9 миллионов рублей на этот год. 2 общественные территории, 2 дворовых пространства. Работы завершены все. Я, наверное, еще добавлю то, что город Ядрин в этом году участвовал в всероссийском конкурсе лучших малых городов с населением до 10 тысяч. Победил, получил премию в размере 40 миллионов рублей. И наша задача сейчас до конца года эти средства освоить, найти подрядную организацию, чтобы сам уже объект реализовать уже на будущий год. Этнер Николаевич, а ваше видение как члена общественной палаты? Как вот вы считаете, что должны увидеть жители республики в случае успешной реализации национального проекта? Ответ очевидный, наверное. Они должны видеть изменения в каждом из своих дворов. И это выражается в детских площадках, в новом покрытии дворовых территорий. Это выражается в новых общественных пространствах, которые кардинально меняют ситуацию в районах. И самое важное, это меняет отношение людей к своей территории. Угу. Ну и вопрос на Алексея Ивановича. Вы как ветеран строительной отрасли можете сравнивать, что было раньше и что меняется в лучшую сторону, может быть, в худшую сейчас? Конечно, изменения очень рачительные. Если сравнить то, что раньше было, я так вот Чувашию помню с где-то 70-х годов, даже еще раньше, когда Красная площадь там имела 2 или 3 здания, значит, рубленые с дерева стояли двухэтажки. Значит, сегодня этого, конечно, не увидеть, когда огромное количество было домов на Богданке, двухэтажных, которые сейчас снесли. Огромное количество было жилых домов в Канаше, на втором Канаше и так далее. Поэтому сегодня изменения, конечно, очень серьезные происходят в Чувашии. Надо отдать должное. Спасибо. Ну вот привыкли, наверное, к тому, что благоустройство дворов, прилегающих территорий – это тема какого-то остаточного принципа. Все видим, сколько денег тратится на дороги, даже не федеральные, а республиканские дороги. И удивляемся, когда в нашем дворе вдруг кто-то починил или покрасил скамейку, кто-то поставил новую какую-то качелю для детей. Следующий вопрос о деньгах. Какие средства планируют вложить в реализацию проекта и откуда их брать? Александр Алексеевич.
Ну, если брать по сегодняшнему году, в 2019 году из всех источников финансирования, а это были задействованы разные программы, и программы Минтранса по дорожным работам, и программы Минсельхоза по инициативному бюджетированию, и по федеральной программе по формированию комфортной городской среды. То есть общая сумма порядка 530 миллионов. Это в этом году было освоено. Ну, практически освоено. То есть завершаются последние, можно сказать, штрихи этой программы. На следующий год планируется из федерального бюджета в таком же объеме, плюс еще есть наметки, скажем так, республиканского бюджета вложить очень солидную сумму. Пока указ готовится, но ориентировочно это раза в 3 больше, чем федеральных денег. Поэтому работа предстоит очень большая. Я, пользуясь случаем, хочу обратить внимание наших строителей, которые на сегодняшний момент находятся в довольно-таки непростой ситуации. Это искровые счета и всевозможные, скажем так, нововведения в строительном законодательстве, которые затрудняют их, скажем так, усложняют их работу. Поэтому вот есть такая возможность часть средств, людских ресурсов своих направить именно на участие в формировании комфортной городской среды. Средств очень много, поэтому и, скажем так, Даже порой не успевают их освоить. Да, порой не успевают. Вот взять, если прошлый год... Федеральные власти об этом говорят постоянно. Да, если брать прошлый год, мы 17 миллионов пришлось вернуть из федерального бюджета обратно, не успели освоить, то вот на сегодняшний момент, на следующий год планируются очень большие работы в этом направлении, поэтому призываю всех строителей участвовать в этой реализации этой программы. Работы хватит всем. Павел Николаевич, ну вот столица Чувашии все-таки относительно большой город. А как в малых городах? Как вы справляетесь? Ну, в малых городах тоже есть своя специфика. Тем, наверное, и интересно малые города, что население у нас чуть более 8 тысяч человек. Все знают практически каждого друг друга, между собой общаются. И, наверное, на самом деле то, что мы сделали, и не только в рамках комфортной городской среды, мы во многих программах участвуем, надо суметь это просто сберечь. Не сломать, не разбить, чтобы относиться как к своему дому. Как пришел у себя в квартире, так же относиться надо к общественным пространствам, дворовым пространствам. Только тогда у нас будет порядок и комфортная городская среда. Вы успеваете эти деньги освоить? Мы уже их освоили практически. У нас осталась буквально там небольшая сумма, порядка 150 тысяч, но мы их уже закрываем. Поэтому, в принципе, мы все. И то это получается за счет того, что мы дополнительные средства получили. Мне интересно, жители Ядрина довольны тем, что происходит в городе? Как меняется город? В принципе, или высказывают претензии? Люди довольны, но, наверное, так и должно быть. Чем больше ты делаешь, тем больше у людей возникает потребности. Так и должно быть. Чем больше ставится планка, тем выше она поднимается. И это нам, наверное, дает дополнительный поток еще энергии, чтобы с этим справиться. Но это нормальный человеческий процесс развития. Можно дополнить в этом направлении, потому что на сегодняшний момент, если раньше люди не имели перед собой те примеры по реализации этой программы, те комфортные городские пространства, тем не менее, вот они ездят уже по другим городам, по городам республики, у них появляется определенный уже образный, скажем так, багаж, и они уже от администрации муниципалитетов требуют, чтобы было не хуже, чем, вот, допустим, у соседей. И поэтому вот эта планка, она постоянно растет, постоянно и мы и требования к проектировщикам уже выставляем такие, чтобы они не просто, допустим, по просьбе муниципалитетов закатали определенную площадь в асфальт или в брусчатку, а уже сценарий готовили эксплуатации этой площади. Не только чтобы дополнительная нагрузка ложилась на муниципалитет, но еще плюс было привлечение каких-то коммерческих структур, которые участвовали в этой программе, плюс за счет того, что они тоже будут извлекать определенную прибыль. Развитие территории этих. Извлекать определенную прибыль, часть этой прибыли уже шла на поддержание того благосостояния этой территории, которая будет реализована. Я хочу вернуться к вопросу жилье и городская среда, к проекту. И у меня вопрос к общественникам. Завершается 2019 год, остался месяц. Как вы считаете, насколько продуктивно реализуется проект у нас в республике? Этнир Николаевич. Ну, вопрос такой аналитический. Действительно, если рассматривать в течение 3 лет, как программа развивалась, то по сравнению с другими годами показатели в Чувашской республике более высокие. Это раз. Во-вторых, сами показатели Чувашской республики по сравнению с другими регионами России, они достаточно высоки. Но это нисколько не означает того, что наши показатели не нуждаются в том, чтобы они и дальше росли. То есть колоссальное количество проблем при реализации проекта.
проектов происходит. И они в большинстве носят объективный характер. Это связано не столько с тем, что людям нравятся эти площадки, или участвуют, или не участвуют. Площадки могут быть сделаны, они будут совершенно качественными, и они могут появиться в Чувашской республике, в этом сомнений нет. Но есть очень проблемы, связанные с проектированием, с новыми запросами населения на новые качественные площадки, на новые качественные МАФы. И это требует очень больших усилий и муниципалитетов, и требует компетенции, квалификации от проектантов. И вот это очень сильно накладывает ограничения на временные сроки, которые оттягивают выполнение качественных проектов. Но еще раз возвращаясь к тому, если рассматривать в течение вот этих 3 лет, сколько реализуется программа, то в первые года эти проблемы, если действительно были краеугольными, то сейчас все муниципалитеты научились с ними работать и достаточно хорошо осваивают. Но еще раз подчеркиваю, освоение далеко не 100%. Инициативное бюджетирование в условиях нашей республики. Понятно, что среда обитания, она прежде всего зависит от жителей республики, от жителей тех населенных пунктов, в которых, вот, допустим, живем мы. Дворовый быт, уличный быт, то есть прилегающие территории, все это понятно. То есть муниципалитеты стараются привести это все в порядок, но, как говорит поговорка, чисто не там, где мусорят, чисто там, не там, где убирают, чисто там, где не мусорят. Вот насколько вы считаете возможно это в нашей республике, насколько продуктивна идея самого вот этого инициативного бюджетирования? Сама программа задумывалась как, скажем так, помочь жителям, до которых средства в плановом порядке могут дойти очень нескоро, поэтому те люди, которые хотят качественных перемен намного быстрее, вот эта программа была и придумана, что люди своим рублем или своим участием должны были софинансировать определенные мероприятия, то есть определенные проекты, которые они считают важными на той территории, где они живут. Это не обязательно касается, допустим, дворовых территорий. Люди, вот насколько мы знаем эти проекты, и вплоть до того, что ограждение на кладбищах, то есть наводят порядок на этих кладбищах. У многих нет, допустим, каких-то своих водоемов, или они там заросли, заилились. Люди тоже на это обращают внимание, что нет, допустим, точки досуга в летнее городские время. парки, да. Ну, не только городские, сельские парки. Ну да, да. И люди своим участием, своим требованием к администрациям, да, инициируют вот эти проекты, проплачивают определенный процент, и уже остальные средства республика доплачивает. И в результате получается, что люди своим участием инициируют многие проекты, до которых бы руки у муниципалитетов, используя финансовые рычаги типа республиканского финансового бюджета, не дошли бы очень долго. А так как люди не хотят этого ждать, поэтому они инициируют эти проекты. И вот это инициативно, почему слово-то инициативное? То есть инициатива от людей исходит. И при помощи поддержки, то есть республика оказывает очень большую поддержку в реализации этих программ. И с каждым годом это растет в геометрической прогрессии. То есть если там года 3 назад было там, несколько десятков проектов, то сейчас вот они уже насчитываются сотнями проектов. И суммы выделяются из республиканского бюджета довольно-таки большие. Поэтому эта программа имеет, скажем так, большую перспективу, и люди уже выстраиваются в очередь, предлагают увеличить суммы на реализацию этого проекта, допустим, не ограничиваться какой-то суммой, а уже просят больше средств выделять на эти программы. Игорь Николаевич, вот я смотрю, вы согласны со словами. Ну, я с точки зрения смены социальных сценариев, поведенческих сценариев населения. И вот смотрите, если 3 года назад действительно люди привыкли ждать, вели себя как обыватели, требовали с местных муниципалитетов, жаловались и продолжали ждать и ждать изменений у себя на местах, то сейчас за 3 года, если первый год они осторожничали, как-то входили в эту программу, действительно проектов было немного, сложно было попасть, нужно было какие-то новые знания получить, узнать, в каком министерстве эта программа, потому что она идет и по линии Минстроя, и по линии Минсельхоза, то сейчас действительно при поддержке правительства эта программа увеличилась в несколько раз, ее финансирование, и количество проектов выросло тоже 10-кратно. То есть в текущем году их количество составляет 600. Вот представьте теперь население или того человека, который
живет на месте, он не ждет, он вынужден сам генерировать, придумывать проект, он должен его защищать, он должен готовить проект, он должен собирать деньги. Это совершенно меняет весь сценарий поведения. Вот это то, что, собственно, о чем мы постоянно говорим в Общественной палате, об активной позиции населения. Это как раз вырабатывает позицию активную граждан на месте. А это очень многого стоит, потому что мы много говорим о том, что не нужно ждать изменений, нужно самим становиться акторами этих изменений. И эта программа одна из лучших программ, я вот не побоюсь этого сказать, из лучших программ, из лучшего опыта Чувашской Республики по вовлечению жителей в изменение мест на своих местах. Активность жителей. Замечательное словосочетание. Павел Николаевич, активность жителей города Ядрин. Как проявляется? Вы доносите эту информацию до рядовых граждан? Мы эту информацию доносим. Вот это как еще отметили уже, что третий год программы это реализуется. В 2017 году вот у нас условно собралась инициативная группа жителей и сделали канализацию. Полкилометра. Ну, до этого, грубо говоря, у людей не было центральной канализации. Они собрались, сделали, проект реализовали. В прошлом году мы делали электроснабжение новых улиц. Получается, новый микрорайон, электричества не было. Там и многодетные, и арендаторы, и так далее. Мы провели более 70 участков. И всегда было ограничение, например, в прошлом году. Объект должен стоить не более 5 миллионов рублей. Сейчас такое ограничение уже снято. Соответственно, вот мы на будущий год планируем еще участвовать в других проектах. А в этом году мы уже реализовали, практически уже завершили, это замена освещения в городе Ядрине на светодиодное освещение. Где-то порядка 350 светильников, что в перспективе нам дает и экономию электроэнергии в денежном выражении, да, и, соответственно, уже будет экономия на содержании этих светильников. И поэтому мы стараемся все-таки для городов нужна сумма побольше, и, соответственно, объем должен быть побольше. Соответственно, мы тоже продолжаем на будущее тоже их участвовать. Но мы участвуем по линии Минсельхоза, как сельские муниципальные районы. Алексей Иванович, ну вот с высоты прожитых лет и ваш профессиональный опыт, что подсказывает? Инициативное бюджетирование – это перспективное направление? Вы знаете, конечно, сегодня есть обыватели, которые, значит, сидят и думают, вот обратно с нашего кармана. А есть люди, которые, в общем-то, пошли за этим делом. Да, было непросто. Сейчас это набирает оборот. И самое главное, я хочу вам сказать, что люди, когда вложат свою копейку, они будут относиться по-другому. Я живу в доме, в котором ремонт в подъезде не делался 15 лет. И он чистый весь. Ни одной помарки нету. А сегодня у нас огромное количество жилья уже в частных руках, и люди должны быть заинтересованы. Я помню, когда еще в Новочебоксарске первые ТСЖ мы создали, и, значит, это по улице Советской, и там, значит, детишки начали на лифтах, там, дети есть дети. Мы их собрали всех и сказали, что, ребята, вы что делаете? Ваши папы и мамы будут сетками идти на 9-й этаж, на 10-й, без лифта, потому что вы неправильно относитесь к этому. И все это прекратилось. Поэтому надо объяснять, надо требовать, надо, чтобы цветы росли как можно больше, чтобы сохранялась вот эта вот, так сказать, аура. А притом сейчас как никогда надо готовиться к этому, ведь на будущий год столетия. Чувашская автономия – это огромный праздник, слушайте. Да. И надо показать гостям столицы и вообще республику, которая что-то достигла, а достигла немало, значит, за эти годы. Поэтому эта форма, она тоже имеет место, она должна жить. Притом государство помогает. Если я положил, то и оно положит сюда, понимаешь, для того, чтобы все это дело делалось. И в этом роль очень большая, значит, ложится, конечно, на разъяснение на глав муниципалитетов. Чувашия заняла первое место по Приволжскому федеральному округу по индексу качества формирования комфортной городской среды регионов России. Данные опубликованы Минстроем Российской Федерации. Александр Алексеевич, поделитесь, пожалуйста, благодаря чему достигнуты такие высокие положительные результаты? Тут как бы и сложно, и просто ответить. То есть определенные критерии, по которым федеральные органы власти оценивали
нашу республику. Это 306 показателей по 6, скажем так, территориям. И у каждой территории 6 еще, скажем так, критериев оценки. И 6 на 6, 36 показателей. И плюс каждый показатель, максимальное количество баллов, 10 баллов. Но, тем не менее, это не такая простая задача, как оказалось. Тут и нужно было и Министерству строительства, и республиканской власти готовить очень много информации, собирать ее по крупицам. То есть 19, скажем так, показателей из тех 36 это были взяты федеральными органами власти, ну, той команды, которая оценивала из открытых источников, а все остальные 17 это мы готовили Минстрой и другие, скажем так, подведомственные учреждения. Вот эта вся информация была отправлена, скажем так, в федеральные органы, и они там уже, помимо этого, они еще и проверяли. То есть качество подготовленной информации было, ну, скажем так, на высоте. Но что еще помогло, это сами видите, допустим, те же Чебоксары, те же многие районы, они неоднократно были у нас призерами все-таки во всевозможных конкурсах и по благоустройству, и по каким-то другим программам. То есть это тоже тот багаж, тот уровень среды, который уже, в принципе, был заложен изначально. Просто он еще раз подтвердил, то есть вот эта оценка, она еще раз подтвердила, что все-таки в этом направлении республика работает в правильном направлении. Те баллы, которые нам поставили, мы согласны, что они на сегодняшний момент, скажем так, ну, выше среднего, в среднем где-то 58%, это в 2 раза больше, чем по России, но тем не менее это нам говорит о том, что у нас еще очень много впереди задач по улучшению этой ситуации, то есть мы можем выйти практически, и для этого все у нас есть, чтобы эти показатели улучшить еще раза в 2. Для нас, на самом деле, было приятно, удивительно то, что город Ядерно вошел в 3 и занял 3-е место после Чебоксара-Канаша. Для нас это было приятно. Но мы, конечно, посмотрели, где мы не дотягиваем. Мы посмотрели именно по уличной дорожной сети. На самом деле, там есть где потянуться. Это тоже с помощью, наверное, с республики. Тогда, в принципе, у нас на будущее перспектива это индекса, качество его еще больше улучшить. А так, в принципе, я считаю, программа вообще не только комфортная городская среда, а вот эти все программы, они должны быть синхронизированы, должны быть финансированы. Мы понимаем, что на будущее года оно будет достаточно. Надо просто вовремя проводить все конкурсные процедуры, желательно в зимнее время, являться подрядчиком уже до летнего периода, и эти проекты просто реализовывать вовремя, и чтобы качество не пострадало. В этой связи нам просто надо всем работать и еще раз работать. Программа будет идти до 2024 года. Если сейчас первые проекты были направлены на латание, условно, тех парков, которые забыты были, то сейчас встает вопрос о комплексном вообще переустройстве территорий. Не просто строительстве стадионов, которые необходимо нужно было, строительстве того парка, который был заброшен, но строительстве комплексных объектов, комплексного развития всей территории, развития Козловки, Ядрина на будущие эти годы. А это, еще раз подчеркиваю, колоссальное количество средств. Средства не уменьшаются, а увеличиваются. Программы синхронизируются. То есть помимо комфортной городской среды теперь появляется и программа инициативного бюджетирования, которая тоже набирает обороты. И все это требует повышения, требует новых навыков, качеств. То есть нужно уметь проектировать, надо уметь готовить качественные проекты. И это требует тоже новых вообще подходов от муниципалитетов и от людей, которые живут на территориях. И на сегодняшний момент появились огромные возможности. Если раньше все было, скажем так, запланировано, вплоть до того, что любое индивидуальное здание – это Москва, только с их разрешения, плюс экономия на всем. То есть мы, когда проекты делали, у нас экономия по металлу, по цементу, по всему, столярке, да, по столярке, все было, все экономили. Но на сегодняшний момент этих рамок нет. Осталась рамка только за тем, чтобы наш народ как можно больше и быстрее проявлял творческий подход ко всему. Это должна быть инициатива всех. Не только, скажем так, правительство республики, правительство России, а инициатива всех жителей. Поэтому вот эта слаженная работа, она и будет давать результат того качества, которое мы хотим. Хотим жить в этом качестве, хотим получать образование качественное. То есть качество во всем. Это все зависит от нас самих. Чем больше мы требовательно будем относиться к любому делу, тем быстрее мы достигнем этого качества. Вот как бы резюме такое у меня. Итак, завершая наш сегодняшний разговор, отмечу, что его тема подсказана указом главы Чувашской Республики, который подписан буквально на днях. И я благодарю вас, уважаемые эксперты.
Хочется надеяться на то, что все, что запланировано, будет реализовано, и пусть не везде, но станут наши дворы, улицы комфортными для проживания и отдыха. Ведь это так важно, с радостью возвращаться домой, в свой уютный двор, в котором безопасно, интересно детям, и не только детям, и пожилым людям. И под конец считаю не лишним напомнить, комфортная среда – дело не только властных структур, но и нас с вами, рядовых граждан, всех наших уважаемых телезрителей. Всего вам доброго, до новых встреч. В эфире ГТРК Чувашия. До свидания.